Свадебный заказ. Хани, хадят дади. А что у нас? Еще что-то есть? Короче, мороженое еще надо, да? Так, ну что, мои дорогие, вы только что увидели, что я снимала, как я была в гостях. Пришла домой, приехала, вернее, домой по пути. Мне написала моя подруга, моя подписчица, которая часто-часто в действительности присылает мне подарки. Мне очень неудобно. Алевтина написала мне, что вот ваш код доставки, пришел заказ на Валберес. Надо будет мальчикам получить за это подарочек на 100 тысяч. Я надеюсь, вам видно. Вот. Мне очень, конечно, неудобно. Вот это она мне отвечает. Все нормально. И самое главное, чтобы вам все понравилось и пригодилось. Сейчас с вами сделаем распаковку. Действительно, мне очень-очень неудобно. Тем более Алевтина сейчас лечится. И, ну, просто вот, дай Бог ей здоровья. Конечно, мы с ней отдельно и поговорили, и поговорим. Да, я распаковку делаю. Сейчас немножечко до распаковки расскажу, что и как. Нас вчера еще вечером пригласили в гости. Пригласил в гости наш двоюродный брат моего мужа. Но сегодня пятница. У нас подготовительный процесс идет к свадебным заказам. Заказов у нас много, если честно. Ну, как много? Небольшие, но 4 аж заказа получается. Не знаю. Мадина говорит, мы справимся. Поэтому я не хотела, потому что с утра у нас шли подготовительные работы, но Танзила и Мадина обе настояли, мама, поезжай. И мои сестры мужа, но мы в группе друг друга называем сестрами. Они меня, в принципе, считают за свою сестру, однозначно. Я их тоже. Вот. И Танзила говорит, мама, поезжай с ними все-таки. Почему ты от них отделишься, они что же? И они начали звонить, писать. Ну, ехали мы на час-два. В итоге мы уже, по-моему, 5 часов гуляли. Ну, так получилось. Пока мы там все собирались, не все сразу собрались. Двоюродные сестры были моего мужа. Это двоюродный брат моего мужа по материнской линии. Мама, ну, у них мамы и сестры, короче, были. И с этим двоюродным братом мой муж был очень тесно связан. Они были и двоюродными братьями, и одновременно и друзьями. Постоянно, с малых лет, как они всегда об этом говорили. И мы тоже жили, ну, порядочно вместе, жили с семьями рядом. Дружили тоже с его женой, с детьми. Были тесные контакты. Но в последнее время немножко так отдалились. Сами знаете, вот эта вот вся суматошная жизнь пошла такая. Он к нам приезжал часто, ну, я, конечно, сама пореже к ним ездила, но он всегда приезжал, и первое время, когда мы сюда переехали, он очень хорошо помогал, он и помог этот дом немного строить, и все сараи, все вот эти вот пристройки, которые у меня сзади построил он бесплатно. Он и его братья тоже, со всей бригадой приезжали. Короче, у нас очень тесные, хорошие связи. И, ну, действительно, поехали, посидели, отдохнули, много чего вспоминали.
и родителей, и всех, и наши отношения. И решили, что мы будем почаще встречаться. Вот как-то так. Действительно очень хорошо, приятно посидели. Это вы уже видели. Ну, я этот ролик поставлю впереди этого. И вы уже это видели, что я была в гостях. И эта неделя у нас действительно суматошная, мои дорогие. Но нам это нравится, мне это нравится, действительно. И работа нравится, и общение нравится. И все это даже вот не в тягость. Поэтому все хорошо. Вчера мы налепили манты. Немножко и Танзила мне помогала. Сидя немного лепила, она потихонечку приходит в себя. Что мы еще делали? Ну, мант было, правда, много уже. За 2 дня почти 30 килограмм мант. Сейчас быстренько их отправлю тоже. Но прежде сделаем распаковку Алевтины. Я не знаю, что здесь. Клянусь с вами, я ничего не знаю. Я знаю. Просто я вижу, что это миксер. Ты знаешь, да? Вот. Они договариваются с ней. И, честно клянусь вам, она никогда мне не говорит, что что-то даже ко мне едет. Сейчас только что еще пришло что-то. Только что. От кого? От нее же, от Алевтины. Еще что-то пришло? Ну, действительно, мне очень неудобно. Очень. Вы представить себе не можете, как мне это неудобно. Но огромное спасибо, что вы миллион раз все это вернулось благом вам, Алевтина. Огромное-огромное вам спасибо. А самое главное, огромного вам здоровья. Ну что, давайте сначала тогда первым делом распакуем. Я вижу, что это миксер. Получилось так, что... А что дальше, я не вижу. Ты для меня включила, что ли? И да, друзья, у нас, как я сказала, и заказов много. И в воскресенье мы сами тоже хотим встречать. Ребята пригласили своих теть. Тоже будут гости у нас. Надеюсь. Посмотрим. Ну и как получится, я это буду снимать. Сегодня пятница. У меня есть небольшой смонтированный ролик, он выйдет сегодня, а этот я смонтирую завтра. А? Я думала, ты их уже открыла. Что открывает? Ну, что? 2 минуты, как я сюда зашла, как я могу Ты открыть? там такой кадр упускаешь. Где? На улице. Что-то? Сели сосиски жарят. Младший в первую Уже очередь. жаришь, что ли, сосиски? И да, у нас сегодня день рождения Аишки, но у нас такой будет мини-праздник сегодня. Тортик с сосисками на костре, потому что в воскресенье у нас тоже, как я сказала, мы гостей приглашаем. В понедельник куда мы собираемся? 3 кота, по-моему. Не знаю, какие-то 3 кота. Она как Расул, это как называется? Аншлаг лучше нас знает. И, короче говоря, день рождения Аишки будет несколько дней продолжаться, как я вижу. Так, ой. Дура, лохай, А? Дура, лохай, Мухаммад. Да? Он даже не знает, что это такое, но говорит. Ну, услышал, значит, где-то. Вот такой я планетарный миксер хотела, вот с таким модным. Ага, размечталась. В смысле? Вот видишь там, чаша маленькая, за счет этого можно маленькое крутить. Ну, яйца в количестве. Да, сразу на кухню ее. Сейчас рулеты надо ей сделать. Что ей надо сделать? Рулеты делать. Рулеты? Будем пробовать, да. Огромное спасибо, Алевтина, мне очень приятно. Вот будешь вспоминать Алевтину, 100 тысяч подписчиков. Да. Это на 100 тысяч прислала? Да, ну она у меня, я даже... Там этот сбоку кнопка. Ну, давай, без кадра сделай. Сейчас я буду разбираться, а я мелочь разберу. Ты собери. Так, ты не в кадре, спокойно разбирай. Главное, она смотрела каждое твое видео, чем ты пользуешься. Настолько удивительный человек. Тут очень много вещей. Лопаточки. Вот это меня всегда ругают, что у меня лопаточек мало. Вот сколько лопаточек здесь. Огромное спасибо. Ну давайте распакуем. Кстати, фирма хорошая, орехи. Орехи? Я детские орехи. Ой, какие классные. Ой, Алевтина. Ты
Ты пользуешься часто, Ну да, поэтому килограмм грецких орехов. На этот, арабский. на арабский, да. Один миксер классный. Паприка. Интересно, аджика? 100% аджик. Нет, паприка. И паприка у нас закончилась. Да, и паприка у нас закончилась как раз. Аджик. Нет? Чесночный. Нет, перец. Ну, Алексина, вы даете. Ой, красивый перец. Несколько раз давал Денис. Да, ты мне хотела- говорила, Помнишь, что я тебе такое, да. говорила? Вот просто даже для украшения тут разные, видишь? Просто как украшать я Танзиле всегда говорила. Можешь взять на Валберисе нам вот эти для украшения просто. Они цветные, разноцветные. И просто понакидать как украшение. Огромное спасибо. Как будто бы мои мысли прочитала. Но, друзья, многие прям мурашки похожи. Многие сейчас будут думать, что, ну не знаю, обычно всегда что-то доскажут. Ну реально, я бы не хотела, чтобы она красилась, но мне очень приятно, потому что А это, по-моему, все-таки чеснок. это чеснок сушеный. Айо. Так, пока я ходила посмотреть, чем там занимаются дети, Мадина постаралась. Распечатывала коробку и порвала пакет с красным перцем чили. Спасибо огромное. Действительно, это специи, которыми мы пользуемся каждый день. И сейчас Танзила говорит, что Алевтина пишет, что миксер, что орехи присланы для того, чтобы она на мои 100 тысяч сделала для нас торт. Так что, девчонки, к воскресенью будете печь торт. Чеснок прислала, я знаю. Да, это чеснок сушеный. А? Как для чего? Специи я же добавляю его. Да, нежданчиком приехал подарок Аишки. Да, сейчас подарок Аишки. Мы заказывали, и подарок прибыл. Короче, распаковки у нас вот такие вот. Вот такой вот чеснок. Аромат приятный. Так, и это силиконизированный коврик, да, многоразовый? Получается, 2 даже вот таких вот коврика. Рулет, Алис, ты прям точно. Будь завтра что только будем, да, рулеты делать? Сегодня? Там курица замороженная, завтра штуку 12 надо, куриных делать. Это что? Она сырный сейчас делает. Угу. Я сырный никогда не делала, я не знаю. Ничего, я сижу и мама командует. Да. Мама, это вообще-то вы с мамой ходили. А ты это не попкорн, печёночный. Так, вот. Ну и вот такой вот, миксер. Действительно, будем пробовать. У нас рулетов. Мы уже сегодня сделали с Танзилой 8 рулетов и уже спекли. Еще сколько? 15 у нас в этой одной? 15. Какой 15? 9, 9, 18 и 5 других. 20. Как где? 15 моя. Она же добавила вчера, да. 23. Короче, девочки, тут не разберешься. А еще другой. А еще 3 других. Так, короче, вот такой вот миксер. Огромное спасибо, симпатичный такой. У Мадины большой планетарный миксер. И она в тот раз, когда мы делали эти... Что мы делали? Да, шпинатные, свекольные, вот эти вот рулеты. У нее чаша огромная, и она все говорила, что мам, я бы его продала и купила бы какой-нибудь такой маленький. Так, имей в виду, я тебе его не отдам. Я и не претендую. Если тебе надо будет, будешь сюда приезжать. Так, Аишка, теперь твою надо показать нам, да? У нас сегодня день рождения Аишки как-то не как всегда происходит, да? С рождения Аишки 5 лет мы праздновали просто шикарно. Ну вот 6-летие немножко будет с опозданием, да, чуть-чуть. И Аишка не обижается, да же? Твоя тетя перепутала день Нет. Да, во-первых, тетя перепутала.
уверяла, что я говорила 5-го. Моя подруга Галя сегодня нас поздравляет. Я говорю, Галя, нет, у нее там, по-моему, 6-го только. Танзила говорит, 6-го. Оказывается, у девочки 5-го. Вот бабушка что даже забыла. Мышонок Абдул А Малик. самое интересное, мы приехали, Танзила как-то спокойно встречается. Здесь мышонок Абдул Малик был. Уже полазил, да? Ну, короче, Аишки сегодня тортик пока. Вот такой вот огромный. Будем чай пить. И вот такие вот подарочки ей сегодня доставили. Мама. А где у вас резинка? Вы все растрепанные. Короче, от Танзилы и меня вот такие вот 2 подарка пока для Аишки. Да, музыкальная шкатулка. И это для рисования, по-моему, да? У тебя? Это бокс с разными вещами. Ну ладно, потом как-нибудь покажете, да? Просто мне так сейчас так жарко, что я хочу переодеться и устала от гостей. Давай мы откроем, поставим. Потом снимешь. А ну давайте, вы распакуйте. Штуку надо собрать. Так, торт пока же не будем кушать. Ну, положи, поставьте в холодильник, Мадина, поставь. Это распакуйте. Так, все, я еще в магазине сегодня была, купила разных себе вещей, но это не буду показывать. Так, ерунда. Пластиковые подносы для ассорти, чтобы не было для людей дорого. А? Когда заказы будут, Да, потому что возвращать это блюдо получается для них накладно. Дорогое что-то тоже, блюдо в 2 раза почти дорожает. И мы купили пластиковые такие обычные круглые и квадратные подносы, ну, по паре пока. Фольгой прикрыть, положить туда. Всегда забываю, что это. Что-то должна забыть. Нет, листья салата. И все это все равно закрывается. Ну, а кто хочет, может свое красивое блюдо переложить. А кто хочет, может и так это оставить. По-любому фольга, там ничего не бывает видно. И подложки красивые тоже куплены. И подложками можно закрыть. Короче, чтобы удешевить блюдо ассорти, купила себе вот это вот. Все. Алевтина, еще раз огромное тебе спасибо. Ну, я, конечно, в личку скажу. И всем вам, мои дорогие подписчики, огромное спасибо. Идут большие подписки в последнее время. Просто, я не знаю, действительно, подписки, комментарии. И простите меня, я просто не успеваю отвечать, потому что работы много. Ну вот авральная неделя, действительно, 2 недели у нас, наверное, будут выходные, потому что... перестаньте, не смешите меня. Ты, Мадина, тут с костылем Танзилы. 2 недели у нас, по-моему, свободные свадебных заказов. Пока, по крайней мере, нет. Мы немножко отдохнем, наверное. Вот как-то так. Сейчас мне нужно отправить 24 килограмма мант, 20 килограмм одной клиентки и 4 килограмма одной клиентки. Я снимать их не буду. Ни для Инстаграма, ни для тебя, ни для себя. Быстро отправлю, потому что нужно освободить морозилку и начать делать заготовки. Ну, вот как-то так, друзья. Ну, еще это покажем. Этот ролик я пока не заканчиваю. Вот так вот повзрослела моя маленькая принцесса. А я знаешь-ка, вот такая наша красавица. Помню, когда родилась Аишка, я все переживала. Когда ей будет месяц, когда ей будет год. И даже дома сидела и говорила, исполнится Аишке год, я успокоюсь, буду спокойна, что все нормально. А Аишке уже 6. Так быстро время летит. Так, и второй вот подарок маленькой принцессе. Самой милой. Видишь? Эшка, это ты. Вот такая принцесса у нас. Лучший твой подарочек это я. А вот такая кружка в подарке. И вот такие вот разные штучки для девочки. Резиночки, ручки, раскраски. Вот скоро ты научишься писать, будешь пользоваться. Вот. Аишка у нас в этом году идет в школу. Да, Аиша? Аяза? Ты идешь в школу? М? Да. Ну, вот так вот, друзья. Сейчас пойдем посмотрим, что делает там мужская половина наша. Мухаммед, Абдул Малик и старший сын мой. Ти. Ти, да. Мухаммед его зовет Ти. Воти. Ну, Воти это у нас дядя. Воти сказать он не умеет. Ну, сейчас-то он умеет, но все равно на него говорит Ти, как привык, когда был маленьким. Вот так вот. Мухаммед. Дядя им картошку испек, сосиски или что, сардельки? Сардельки пожарил. Да? Мухаммед. Ба, Мухаммед, хавизу, мамига, хавизу. Мама его авись. Эй, Мухаммед.
У нас такая жара, друзья, хотя везде говорят, что аномальная жара. Вот и она у нас тоже. Махмед. Ехай. Хи кваштант. Хи аштахтяха. Сейчас налью.